Следующее, что хочу сказать. Абсолютно вопиющий случай на сессии областного совета. Абсолютно вопиющий случай, когда начальник УВД области, лицо, назначенное новой властью, патриотов страны, которые видят деморализацию милиции, абсолютную деморализацию милиции, пытаются каким-то образом мобилизовать население, патриотично настроенное, сделать так, чтобы люди поняли, что есть определенная защита, и есть люди, готовые защищать Одессу, называет их бомжами, это возмутительно. И когда он называет наших героев Майдана, которые приехали подставить нам плечо, киевских ребят, очень простых, приехали за бесплатно. Что это люди приехали сюда, потому что там не хотят работать, это, как сказать, это идеологическое преступление, это глупость, это какая-то невнятность. Мне кажется, что это неадекватность глобальная. Диверсия. И это психологическая диверсия. Я вам скажу, вот это прозвучало слово «бомжи» позавчера. Что происходит сегодня в еврейской больнице, когда привезли наших ребят? Раненых, заметьте, раненых привезли в приемном покое. Им говорят, мы этих бомжей не будем обслуживать, пока не придет хозяин, а хозяин решит. Когда мы это предъявили главврачу, он говорит, меня никто хозяином не называет, понимаете? Но факт, что вот этот вот вирус, отношение в больнице к раненым людям не имеет значения, за чью сторону они стоят. Вот этот вирус неблагодарности и скотскости стал распространяться. А распространяют его люди в погонах. Поэтому, что всем гражданам Одессы хочу сказать. Нужно четко понимать, почему сейчас происходит вот такая атака на нас. Мы вынуждены, как можем, защищать Одессу от внешнего врага, убирая возможность легкого появления здесь зеленых человечков. И мы вынуждены бороться с внутренним врагом. Милиция в шоке от того, что общество стало самоорганизовываться, что появляется не бандитская сила, с которой они договариваются, а потом деребанят Одессу, а появились граждане Одессы, которые стоят на защите города и на патриотичных основах. И вот это для них самое страшное. Для них не Путин страшно. Для них страшно то, что гражданское общество стало вырисовываться, обретать какие-то мускулы и становиться субъектом политических процессов. Вот чего они боятся. Поэтому господину Лучаку мы должны сказать, он может быть человек где-то в душе очень добрый, но как руководитель милиции он у нас вызывает огромное недоверие, можно сказать, и опасения, потому что своей бездеятельностью он провоцирует этих преступников на следующие преступления. Просто провоцирует.